Созданный по инициативе первого президента Абхазии Владислава Ардзена, Боритинский реликтовый национальный парк является уникальным уголком, где представлены древнейшие представители флоры и фауны Кавказа. Именно этим парк представляет большую научную ценность. Вот почему на юбилейную конференцию съехались ученые с мировым именем. На торжественном открытии выступила директор Ритинского парка Рита Лобова. Советник президента республики Владимир Зантария зачитал приветствие главы государства участникам научного форума. Сотрудников Ритинского парка поздравили ученые с этой идеей Воронежа, Башкирии, Республики Крым, Санкт-Петербурга и других регионов России, а также представители научных кругов Абхазии. О сегодняшнем состоянии и перспективах развития Ритинского парка участникам конференции рассказала заместитель директора заповедника Инга Таня. В беседе с нами организаторы юбилейной конференции отметили значимость проводимого мероприятия. 40 представителей приехало, по-моему, из 8 где-то регионов России. Это самая большая делегация, вы видели, из Башкирии, была делегация с Крыма, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, да. Мы периодически ездим тоже на конференции, нас приглашают, даже это не связано ни с какими-то такими датами, но мы везде участвуем. Вы поймите правильно, без вот таких научных конференций мы не сможем продвигать нашу экологию. Поэтому, что мы приурочили эту научную конференцию к нашему такому праздничному мероприятию, это для нас было очень и очень важно. Мы участвуем, в общем-то, в совместной работе Ритинского национального парка уже не первый год и приезжаем сюда в течение года много-много раз. Юбилей вообще проходит блестяще, организован очень замечательно и свидетельство тому большое количество гостей. Это и признание того, что делается в республике, и это вообще-то настоящий праздник для республики в целом. У нас совместные исследования, у нас еще много-много общего, что мы должны делать, я думаю, не только здесь, но еще и в Кадорском ущелье. В ходе конференции состоялись рабочие заседания в секциях, где были заслушаны доклады по общим проблемам изучения и охраны природных экосистем, мониторингу природных экосистем и изучения биоразнообразия. Энвер Ардженя, Адам Ардженя, Абхазское телевидение.